А вот в поселке Подтыбок Карткировского района несколько семей мечтают о новоселье. Не потому, что их домам уже много лет. Тут как бы не оказаться вместе со всем подворьем в реке. Постройки располагаются в зоне обрушения берега, и весеннее половодье всякий раз норовит их снести. Проблему решить можно, но самим жителям это не под силу. Вот где сейчас вот эта дыра, вот, стоял электрический столб. И прямо на проводах электрический столб повис. Лидия Кофель с ужасом вспоминает прошлогоднее половодье, когда река унесла несколько рыбацких будок и окончательно подобралась к ее хозяйству. Вычегда отвоевала себе аж 30 метров. Лидия Яковлевна, на попечении которой престарелые неходячие родители, с тревогой вглядываются в окна. Еще 2 года назад под ними стоял дом соседей. От него осталась часть фундамента, словно памятник настойчивости реки. Там, где сейчас Вычегда полновесно несет свои воды, еще 20 лет назад была часть Подтыбка. Вода отняла земельные участки у 5 хозяйств и на этом не унимается. Продолжает отвоевывать все новые пространства. В советское время в противостоянии с рекой выручали дноуглубительные работы. С закрытием леспромхоза это дело забросили, и подтыбокцы в полной мере узнали норов реки. Она угрожает и местному пожарному депо. Спасатели уже готовятся к переезду. Земельный участок им уже выделили. В 2022 году, не знаю, как сказали, начнется строительство. Будут переводить пожарное депо? Да, пожарное депо будут переводить. Вот для размещения отдельного поста в поселке, причем на новом выделенном земельном участке. А вот Кофели и еще 5 семей, проживающие в зоне обрушения берега и вставшие в очередь на получение субсидий, как на пороховой бочке. Боятся какой-нибудь из ночей проснуться в воде. Берег обрушается куда быстрее, чем двигается очередь на получение субсидии. Я написала обращение в Министерство строительства Республики Коми. С просьбой ускорить социальную выплату на приобретение жилья. И мне пришел ответ, что нас поставили в очередь 409. Мне ответили, что только 5 семьям пока выделяют субсидию, семьям погорельцам. А мы получим эту выплату в порядке очереди. Простые арифметические подсчеты подсказывают, если очередь и дальше будет двигаться в таком темпе, подтыбокцы получат субсидии только через несколько десятков лет. А так долго Вычегда ждать не станет.